2023 год указом президента Российской Федерации объявлен годом педагога и наставника. Наставничество – это обучение личным примером, передача знаний и опыта старшего поколения младшему, а обучение правилам жизни без происшествий – бесценная практика, которая поможет подрастающему поколению избежать происшествий или грамотно среагировать при их возникновении. Сотрудники регионального управления МЧС России регулярно проводят обучающие занятия по правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях в образовательных учреждениях, являются наставниками учащихся кадетских классов МЧС России. Кроме того, 6 апреля по поручению президента Владимира Путина в 9 регионах страны, в том числе и в Якутии, прошли межведомственные учения «Безопасная Арктика-2023». В рамках деловой программы прошел ряд пленарных заседаний, работа тематических секций, уроки безопасности, мастер-классы, экскурсии и круглые столы. В музее «Россия. Моя история» была развернута выставочная экспозиция с демонстрацией технических средств, оборудования, экипировки и снаряжения, предназначенных для решения различных задач по обеспечению комплексной безопасности в арктической зоне. На территории Верхоянского района на Бадагайской нефтебазе были отработаны практические мероприятия. Свыше 150 специалистов районного звена территориальной подсистемы РСЧС отработали действия по ликвидации пожара и розливу нефтепродуктов. Уходящий год был насыщен событиями. Серьезным испытанием для якутской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС стали паводки. Активная борьба велась природными и техногенными пожарами. В текущем году произошло 3 чрезвычайных ситуации, что на 40% меньше прошлого года. От весеннего и летне-осенних паводков пострадало 20 населенных пунктов в 11 районах республики, а ущерб составил порядком 359 миллионов рублей. Обстановка, связанная с природными пожарами, была отнесена к чрезвычайным ситуациям межрегионального характера. Всего в республике произошло 889 природных пожаров на площади свыше 1 миллиона 425 тысяч гектар. Основной причиной возникновения около 90% пожаров послужили грозы. Причинами остальных пожаров послужили нарушение населением правил пожарной безопасности в лесах и иные причины. В текущем году достигнута цель ежегодного сокращения площади лесных пожаров благодаря эксперименту по искусственному вызыванию осадков в целях снижения класса пожароопасности в лесах, а также оперативности тушения пожаров в течение первых суток. Еще одной немаловажной угрозой для жизни и здоровья людей являются техногенные пожары. Если сравнивать с 2022 годом, то нам удалось добиться снижения количества пожаров на 6,3%, и в 4 раза уменьшилось количество гибели детей. Основное количество пожаров приходится на жилой сектор. Наиболее частыми причинами по-прежнему являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электро- и печного оборудования, бытовых электроприборов. Снижение гибели удалось добиться не только за счет профилактических мероприятий, а их проведено свыше 15 тысяч, но и за счет развития добровольных пожарных команд, дружин и других объединений, а также благодаря развитию Института старост. Все это является серьезным подспорьем в нашей работе. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах регулярно проводятся акции и рейдовые мероприятия. Общими усилиями удалось снизить гибель людей на водных объектах и повысить уровень грамотности среди населения. В текущем году произошло 11 аварий, связанных с маломерными судами. К основным причинам происшествий можно отнести отдых населения у воды в несанкционированных и запрещенных для этого местах, в том числе при купании в состоянии алкогольного опьянения. В целях предупреждения гибели людей на водных объектах подразделениями ГИМС проведено около 4000 патрулирований с проведением профилактических бесед, в результате которых было выявлено более 400 административных правонарушений. Сейчас можно с уверенностью сказать, что, несмотря ни на что, якутская территориальная подсистема РСЧС с задачами по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территории справилась, а как итог это тысячи спасенных человеческих жизней. В этом году, благодаря слаженной работе органов исполнительной власти республики, реализована на практике функция по оказанию финансовой помощи населению, пострадавшему в результате ЧС, путем предоставления государственных услуг в электронном виде. Одной из основных задач органов управления всех уровней является развитие системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В Якутии создан и уже функционирует постоянно действующий оперативный штаб при комиссии по ЧС, возглавляемый начальником главного управления. Большую работу выполняет авиация МЧС России на Дальнем Востоке, регулярно выполняя задачи, не только связанные с экстренным реагированием на ЧС, проведением поисково-спасательных работ, выполнением санитарно-авиационной эвакуации, транспортировкой людей и грузов, но и с операциями по тушению природных пожаров. В связи с этим, для обеспечения своевременного реагирования на природные пожары правительством республики были заключены ряд соглашений на привлечение воздушных судов МЧС России. Успешное применение сил и средств для ликвидации последствий ЧС невозможно при отсутствии должного уровня оперативной подготовки, в связи с чем особое внимание уделяется поддержанию в готовности сил и средств. В этих целях организовано проведение учений и тренировок от объектового до всероссийского уровней. В современных реалиях актуальным остается вопрос по линии гражданской обороны. Особое внимание было уделено не только готовности защитных сооружений гражданской обороны и обеспечению населения средствами индивидуальной защиты, но и готовности систем оповещения. Вопросы оповещения и информирования населения становятся определяющими и непосредственно влияют на национальную безопасность. Так, проверки показали, что в нашей республике она полностью готова к выполнению задач. При этом охват населения техническими системами оповещения составляет до 84%. Суровый северный климат Якутии требует особого подхода и ответственности со стороны подразделений МЧС России и республиканских пожарно-спасательных структур. По итогам года все органы управления внесли огромный вклад в повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения. Ежегодно Главное управление проводит обновление материально-технического обеспечения подразделений. В течение этого года поступило около 40 единиц основной, специальной и вспомогательной техники, также пожарно-техническое оборудование и 8 плавсредств. Регулярное оснащение пожарно-спасательных формирований повышает эффективность работы по тушению пожаров и оказанию помощи пострадавшему населению. Впереди еще много задач, решение которых поможет сделать работу продуктивнее, а защиту людей от современных опасностей и угроз надежнее. Силы и средства Якутской территориальной подсистемы РСЧС готовы к реагированию на оперативные события и способны защитить людей от самых сложных природных и техногенных катастроф.